посмотрите, я специально вот тут наклеила, чтобы фиксировать. Уже видите, трещина уже сюда тянется, она, ленточка, которая как скотчем. Даже небольшой дождь для Зайнаб Цуровой – настоящее испытание, ведь стены ее квартиры разваливаются буквально на глазах. Дом на улице Грейдена признан аварийным еще в 2015 году. 8 многодетных семей ждут, когда смогут переехать в новое жилье. Соседка Зайнат Айшат Угурчиева уже давно покинула свою квартиру и снимает комнату у родственников, так как собственной жить уже невозможно. Потолки и пол прогнили от обильных дождей, в комнатах пахнет сыростью, поэтому нетрудно представить, как она ждет новоселья. Тут стояла у меня машинка, она у меня испортилась, затекала вода. Тут затекала, вот тут затекала. Потом в спальне там затекала. Сырость была невозможно, дышать невозможно было. Потому что крыша вообще непригодная. Если хотите, вот тут еще затекала. Вот тут затекала. Вот тут затекала тоже. В ожидании. Мы в ожидании. В региональном Минстрое заверяют, 38 квартир в строящемся 9-этажном доме на улице Московская уже выкуплены. По окончанию всех работ жители улицы Грейдерная смогут туда вселиться. У нас возводится 9-этажный трехподъездный жилой дом, рассчитанный на 88 квартир. Общая площадь здания примерно 10 тысяч квадратных метров. Из них цокольные, первый и второй этажи мы рассматриваем под торговую площадь, коммерческую, а остальные этажи уже под жилые квартиры. По программе переселения мы должны выделить 40 квартир вынужденным переселенцам. Объект построен на месте старого многоквартирного дома, который также был признан аварийным. Сейчас жильцы временно переселены в другие квартиры и тоже ждут окончания строительства. Подрядчик заверяет, дом будет сдан в эксплуатацию уже в конце текущего года. Тем более, что каркас будущих квартир уже готов. Сейчас мы находимся в двухкомнатной квартире. Данная комната – это кухня, лоджия с объединенным балконом площадью 15 квадратных метров. Дальше мы проходим в спальню площадью тоже 15 квадратных метров. Как видите, освещение тут должно хватить всем. И по инсталляционным нормам тоже мы проходим. Дальше мы попадаем в зал площадью около 20 квадратных метров. Даже чуть больше. Опять же освещение, все высокие потолки 3,10. С 2010 года региональным Минстроем ведется активная работа по переселению людей из аварийного жилья. Так уже более 5000 жильцов обрели новый дом. Ликвидировано 68 аварийных объектов, взамен построено 39 новых. Так у нас возведен объект по Московской. Московской 6 недалеко возведен объект. Потом мы возводили объекты в районе 105-го массива, Корецкого. Множество объектов на территории Малгобека, Карабулаков. Практически в Карабулаке мы весь аварийный фонд ликвидировали. Там остались небольшое количество аварийных домов, которые мы в ближайшее время планируем тоже ликвидировать. Сейчас на участке рабочий процесс не утихает ни на минуту. Строители стараются успеть к сроку, ведь речь идет о десятках семей. А жители надеются, что следующий год они смогут встретить в новых квартирах. Амина Бокова, Хаваш Гойгов, Новости 24.